Поэтому, коллеги, мы хотели бы поговорить с вами на очень серьезную и важную тему, которая волновать должна всех абсолютно. Естественно, сегодня уже прозвучала мысль, что мы, к сожалению, отдали возможность воспитывать наших детей, по большому счету, врагу. Это мысль прозвучала от вашей коллеги, я ее полностью поддерживаю. К сожалению, все детки, которые у нас учились за рубежом, им очень сложно сейчас. Это не их вина. Мы, оказывается, в другой зал попали. В смысле? Мы сейчас отпустим вашего... Не, все. Надо там мужчиной разбавить тот зал. Вот, коллеги, поэтому, конечно, нам сейчас нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы исправить эту ситуацию. И у нас уже нет 30 лет на это. Вот 30 лет нашу систему традиционную ломали, и теперь нам нужно все это быстро зацементировать и построить, и сделать все как было, что называется, а может еще и лучше. И поэтому здесь, конечно, можно многое говорить. Можно любую там подоплеку научную подкладывать. Но вот такие вещи, которые я сегодня совершенно случайно увидела, вот они-то как раз и делают, и дают тот самый задел, вот эти маленькие, не хочу говорить слово лайфхаки, да, маленькие находки. Они дают очень большой резонанс. Посмотрите, пожалуйста, несмотря ни на что, и вопреки всему, на Донбассе уже по инициативе Общественной палаты издается вот такое замечательное издание, где совершенно человеческим, теплым языком объясняется, ну это человек уже герой, всей России герой, да? Вот. Здесь абсолютно четко человеческим языком объясняются прописные истины и закладываются ценностные ориентиры для маленького ребенка. Понимаете? Здесь абрикос, здесь варенье, здесь борщ, здесь «Я россиянин» звучит. Поэтому я очень хотела несколько слов все-таки, чтобы сказал герой, который принес сегодня это издание сюда, как вам это удалось, кто помог, как пришла мысль. Я очень коротко, если позволите. На самом деле все правильно сказано, что мы опоздали по многому с патриотическим воспитанием молодежи. И я как-то выступил с докладом на одном из форумов, что, ну, я не знаю, может быть, у кого-то получится лучше, но я считаю, что поколение 16+ потеряно безвозвратно. Их можно воспитать, на самом деле, как это не цинично звучит, только войной. Война воспитана. Ну, война и случилась, собственно. А поколение, с которым надо работать, это поколение 5, 4, 6+. Поэтому мы в свое время сделали азбуку Донбасса. Ну, помимо таких добрых слов, как варенье, тут, например, есть слова «мама». И, что важно, «мама» и «Москва» на одну букву, на «М». Москва – столица нашей Родины. «Р» – это Родина и Россия, о чем тоже в это, ну, допустим. Я почему на эти слова обращаю внимание? Во всех азбуках, а азбук уже вышло много, но пока что... Во всех азбуках вот эта страница, она одинакова. И F – это флаг России, он тоже во всех азбуках одинаков. Помимо азбуки Донбасса, сейчас уже вышло, ну, уже есть нарисовано, осталось только отпечатать. Азбука Херсона, азбука Харькова, азбука Запорожья, азбука Карелии, азбука Чечни. Сейчас мы, я надеюсь, вместе с вами будем делать азбуку Якутии, азбуку Восточной и Западной Сибири. И много-много еще регионов России, азбука Башкортостана и так далее. То есть мы решили охватить всю Российскую Федерацию. Но вот эти 3 страницы, М – Москва и мама, Р – Россия и Родина, и Ф – флаг России, во всех азбуках будут одинаковые. Ну и для чего это нужно? Ну, я считаю, это, наверное, самое главное, с чего ребенка нам необходимо воспитывать. То есть мы все с вами выросли на советских букварях, вы все их помните. Где Москва, столица нашей Родины, была всегда. Вот, наверное, нужно к этому возвращаться. Потому как нас-то смогли воспитать нормальными людьми. Вот, может быть, такая азбука тоже этому что-то даст. Я очень горд, что меня полностью поддержал Сергей Владимирович Кириенко с этим проектом. Нас поддерживает Президентский фонд культурных инициатив. То есть все наши азбуки, что мы печатаем, они подхватывают под грант. И, в принципе, то есть от вас, то есть от Якутии, мне нужно будет 2 вещи. Когда азбука будет готова, распределение по школам, потому как это не учебное пособие, оно в обязательную программу не входит. Это просто, я не знаю, осуществляются ли у вас подарки детям на 1 сентября? Конечно. Ну вот в подарки вложить, этого будет достаточно.
и максимальное медийное ее освещение просто так. Есть правило, что эти азбуки нигде не продаются, они только дарятся. То есть это тоже... Это не коммерческий. Да, это абсолютно не коммерческий Так проект. должно быть. Вы знаете, может быть, даже где-то и плохо, потому как мне очень часто пишут, где можно купить. Но люди, которые не входят в ту категорию, которую получают бесплатно, поэтому, может быть, в будущем как-то мы будем выпускать короткие такие серии именно на продажу. Ну, Отлично. Аплодисменты нашему герою. Вас ждут другой секции. всем спасибо, Да. извините. Да, Спасибо. Очень удачно вы ошиблись. Это не я ошибся. Вас ошиблись. Это было, как в одном из мультфильмов, я не упал, меня уронили. Да, да. Это судьба. Да, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Коллеги, ну вот одна из находок, по сути дела, она такая, она есть. И мы понимаем, что это может сработать, и это действительно может зародить зерно будущего патриота, да, которого, конечно, мы хотим видеть в наших детей. Я не очень согласна с коллегой, что дети 16 плюс потерянные. Мы об этом тоже поговорим. У нас здесь есть люди, которые относят себя к науке педагогической, да. Я тоже кандидат педагогических наук. Я не знаю, как исправить эту ситуацию, поэтому слово, конечно, сегодня будет дано вам. Но прежде всего, все-таки один вопрос у меня к вам. Как защитить детей вот от этой ереси, которая сейчас противоречит вообще всем священным писаниям? Скорее всего, к вам, наверное, вопрос, коллеги, да? Как сделать так, чтобы все-таки нисколько мы не сомневались в том, что брак – это союз мужчины и женщины, потому что наши члены общественной палаты, которые занимаются этим вопросом, которые общаются с подростками, они говорят нам, Елена, нам говорят, очень сложно противостоять таким постулатам, когда ребенок приходит и говорит, извините, но 10%, это же научный факт, животных, они гомосексуальны. Вот вы понимаете, я теряюсь в такие моменты, а ведь эти цифры дети не сами нашли, им их дали, понимаете? Поэтому очень сложно. Какими словами нужно доносить эту информацию, как нужно объяснять, поэтому слово, наверное, вам. Спасибо. Да, конечно, вы очень правильно заметили, что мы основываем любое наше понимание жизни человеческой на словах Священного Писания. В Священном Писании очень прямо сказано: мужчина да не ляжет с мужчиной, как женщина. Да. И союз, именно брак мужчины и женщины, он может быть только таковым, где есть мужчина и женщина, и далее их деторождение, потомство, которое они могут воспроизвести в этой жизни и даровать жизнь своим детям. Знаете, я думаю, что не только в нашем обществе, но в наших семьях должно уже начинать зарождаться то, чему учили нас. Вот такой пример. Мне часто говорят, ну смотрите, ведь давали же выбор в древней церкви молодым людям или молодежи право выбора. Вы сейчас крестите в детском возрасте, а ведь в древней церкви человек принимал уже крещение и право своего выбора делал в сознательном возрасте. И часто мы слышим, что давайте дадим возможность выбора нашим детям, когда он подрастет и начнет понимать, как ему жить дальше. Но в древней церкви понимали, что да, человек должен созреть к своему выбору, но этому выбору уже учили. Ему не говорили, что вот, живи до 12-16 лет так, как хочешь жить. А потом придешь к такому выбору, какому ты примешь и сделаешь сам. К сожалению, это большая ошибка, большая подмена. Мы сегодня говорим, давайте мы нашей молодежи дадим возможность самим выбирать. Но чтобы выбирать что-то, мы должны дать из чего выбирать. Мы должны дать элементарные ценности в семье, через средства массовой информации, в школе, в детских садах, в нашем социуме. Что должен правильно выбрать молодой человек? Девушка или парень? И ведь когда, да, мы вернемся в древней церкви, уже принимали святое крещение в сознательном возрасте, но весь этот период подготовки к принятию этого выбора, он был подготовительный. Конечно. Его к чему-то готовили. Его готовили к той культурной среде, в которой воспитывались его деды, прадеды.
той среде, в которой воспитывались его родители. Если сегодня мы будем вот так на отмашку давать право выбора нашим детям, что вот живи, а наступит период твоего совершеннолетия или сознательного возраста, и ты сделаешь выбор самостоятельно, то я считаю, что это большая ошибка. Это очень неправильно. Да, вы знаете, вы абсолютно правы, я убеждена в этом, но я, вы знаете, слышала от своей знакомой, взрослой женщины, с педагогическим высшим образованием. Она сказала: ой, я не знаю, я в церковь как-то не хожу, я все-таки в католической церкви хожу. На мой вопрос, а почему, на чем основано вот твое такое заключение? Ну, я не знаю, тут надо стоять, а там присесть можно, удобнее. Да можно и в православном храме можно присесть. Ну, коллеги, ну вот понимаете, это к тому, что не обязательно ждать совершеннолетия, либо зрелого возраста для того, чтобы сделать какой-то осознанный выбор, да? Нужно к этому действительно прийти, и может быть то, что наши родители за нас делают какой-то выбор, это тоже правильно. Потому что вот языческое слово, которое у нас было там до христианства, оно ведь тоже не исчезло навсегда. Мы до сих пор раскладываем оладушки, мы до сих пор поклоняемся Баянаю, да, это в культуре якутского народа. И те русскоязычные люди, которые здесь живут, такие как я, они тоже это делают, понимаете? Но это никоим образом не противоречит там походу в церковь, например. То есть да, мы, вот, культура в культуру, взаимопроникновение, это есть. Пожалуйста, у вас точка зрения ваша. Ну, я бы хотела обратить на один аспект из просто личного, наверное, опыта. Да, конечно. Вы знаете, мы же все от старого возраста, или вчера вообще мальчик, когда я сказала, что в 1986 году я открывала в школу в одной малюсенькой деревне, да, они, молодые мои коллеги по общественной работе, чуть не попадали. Для них вот 86-й год это где-то там далеко-далеко. Так вот, мы воспитаны были в том, что мы единый советский народ, понимаете? И, конечно, один из недостатков той системы, это было принижение, может быть, национальных культур. И поэтому, вот когда этот перелом начался, у нас ассоциация КМНС, коренных малочисленных народов Севера, она создана в 1987 году. И после этого, значит, вот я вам четко скажу, что то, что люди, эта ассоциация начала работать, это помогло многим нашим людям перенести вот эти рыночные всякие катаклизмы, значит, осознать себя людьми не просто какого-то единого, а то, что они имеют свою историю, свои традиции, свою бытность. И поэтому, наверное, мы сегодня пока еще, в нашей республике, во всяком случае, да, мы держим традиционные отрасли хозяйства, пока держим, люди не убегают, а большей частью. Но другое дело, что общее, они у нас все живут очень далеко, другое дело, что там экономическая, социально-экономическая ситуация в этих деревнях не очень хорошая, и вот люди уходят. Вот, кстати, вот сегодня, значит, информация такая, есть Андрюшкина деревня Юкагирских, Чукчей и Венов. Там осталось, в свое время было там около 1000 жителей, сегодня там осталось порядка 600. И из этой деревушки, из маленькой, в результате того, что там нет работы, в результате того, что завоз в эту Нижнюю Колыму, вот в эту, очень на пределе возможного, транспорта нету, самолеты полететь 50 000 только до Черского ехать, да, поэтому вот на ОСВ ушло 40 мужчин молодых, понимаете? И сегодня вот малочисленные народы Севера, которые не призывал ни САД в свое время, да, на войну, ни в советское время их не призывали, просто добровольно на Великую Отечественную войну уходили представители народов Севера, да. А тут, значит, они массово пошли, и мы уже имеем достаточно большие потери молодых людей. И все это потому, что основа экономическая в России, к сожалению, подорвана. И восстанавливать эту экономику и благосостояние людей – это проблема одна из очень серьезных. Но то, что вот осознание себя представителем какого-то этноса, оно помогает жить. Нам легко, нашим людям, оленеводам, вообще не нужно благоустройство. Понимаете, вот они живут, дайте, оставьте им природу такой, какая она есть. Дайте им жить, не убивайте, как в Сахалине, вон,
застрелили 26 одномоментно оленей, и пока не несут ответственности. Понимаете, в чем дело? Поэтому тут должна быть четкая система государственного. У нас, к сожалению, наверное, уполномоченный по правам человека не согласится со мной, но вот ответственности за содеянные какие-то преступления, к сожалению, в России нет сегодня. Спокойно гуляют, спокойно уезжают. Я бы вообще, если уж пошло на то, сочтут, наверное, не патриотов, или, может, патриотов, наоборот, сочтут. Я бы вот вместо вашего главы России, когда он произносил нам послание, да, я бы сказала: вот, товарищи дорогие, я своих девочек отзываю из стран западных себе на родину вот сюда. Вот, я тогда поверила. Или же конфисковал бы все имущество тех, кто уехал, которые здесь оставили, несмотря на национализацию. Я думаю, что мы к этому придем рано или поздно, то есть этот вопрос уже Так это надо делать уже давным-давно. Они же здесь. Они же здесь. Они не здесь. Они же Как? здесь. Просто у нас, видите, политика, мы не афишируем личную жизнь руководителя страны, поэтому она независимо от нашего желания. А вот надо афишировать, Может понимаете? быть, да. Всех остальных президентов и глав, где только не показывают, как-то вот работают же люди, работают. Вот надо показывать, не надо прятать эти вещи. Лера Павловна, пожалуйста. Уважаемые участники, значит, мы на панельной сессии выслушали председателя правительства Еврейской автономной области, и вот наш коллега, председатель общественной палаты Еврейской автономной области Половинка Михаил Юрьевич, рассказал о форуме, первом межконфессиональном семейном форуме, который называется «Территория согласия». Вот хотелось бы еще раз, Михаил, чтобы акцент расставили, какие конфессии непосредственно приняли участие, к чему вы пришли и вообще как сейчас работа в этом направлении ведется. Спасибо большое. Ну, давая вчера интервью на одном из ваших телеканалов, я сравнил наши регионы, и у нас и вопросы, и проблемы, и победы, они очень похожи, просто масштаб немножко другой. Да? Мы поменьше, мы покомпактнее, да, там есть своя региональная специфика. У нас 700 километров общей границы с Китаем, и это тоже накладывает свой отпечаток и не только на экономическое состояние региона, но и на бытовое тоже. То есть присутствие Китая у нас очень четко ощущается. При этом, да, мы многонациональный регион, все мы знаем историю создания этого региона, это конец 20-х годов, и регион, да, с одной стороны, был указом создан, да, это так называемый Биробиджанский проект, 27-й год, но тем не менее еврейскую автономную область строить, создавать приезжали евреи со всего мира. Известные случаи: Аргентина, Бразилия, Мексика. Очень много на тот момент социал-демократов со всего мира, видя в этом, это же первое квазиеврейское государственное образование на земном шаре, и очень много евреев со всего мира приезжали строить этот регион, искренне веря в то, что они вот очень делают важное, хорошее дело. При этом мы понимаем, что те территории, на которых возникла еврейская автономная область, осваивалась она задолго до Биробиджанского проекта. Это те же коренные малочисленные народы, которые всегда там жили. Это казаческое движение, и казаки пришли к нам как раз из Якутска. Здесь база казачества была, и Дальний Восток осваивался с территории Якутии. И вот эти вот все национальные, культурные, общественные слои, они годами накладывались. Это такой своеобразный слоеный пирог, в котором учтена специфика, да, есть, ну, образно говоря, вкусы, традиции, нравы каждого из тех потоков,
каждого культурного слоя, который так или иначе присутствует на территории области. И сегодня мы в национальном составе региона имеем очень большое разнообразие. Это, титульная нация, к сожалению, не так их много на территории области осталось, носителей языка очень мало, хотя культурные традиции поддерживаются, вплоть до бытовых. Таблички на улицах у нас на 2 языках, на русском и на идише. Работает религиозная община Фрейд, да, синагога. Тем не менее, действует и мусульманская община, и синагога, и мечеть у нас есть. И когда мечеть построили, на открытии мечети присутствовали руководители всех религиозных конфессий. Стоял губернатор, стоял наш архиепископ биробиджанский, кульдурский, приехал лама, там представитель буддистов, духовное управление мусульман, раввин еврейской автономной области. И на бытовом уровне мы все друг с другом общаемся, мы ходим праздновать друг другу праздник. И вот так вот по кругу перетекается, да, сегодня Рош ха-Шана, завтра православный праздник, да, там, на Пасху, все друг другу приходят. Хороводы, все так и есть. А потом на Курбан-Байрам идем все в мечеть. И на СР приезжайте потом. Я с удовольствием. И поэтому сама идея межконфессионального форума «Территория согласия», она, почему так издалека-то заходил, она возникла не на пустом месте, а, скажем так, органически созрела, что нужно было провести такое мероприятие. И, как я сегодня вот сказал, со сцены, что с одной стороны, вот традиционные семейные ценности, это с одной стороны документ, да, который фиксирует то, что нам, каждому из нас дорого. Но с другой стороны, это оберег наш, который помогает нам противостоять тому влиянию, как угодно можно называть, англосаксонской, западной там, идеологии и так далее. То есть те люди, которые эти ценности с нами не разделяют. И да, действительно, там есть много хорошего, но по некоторым ключевым вопросам у нас с ними согласия нет. И такими публичными мероприятиями мы всему миру, не побоюсь этого слова, показываем, что вот наш оберег, вот наши основные ценности, которые мы будем отстаивать, на которых мы будем воспитывать нашу молодежь. И очень приятно, что Общественная палата Российской Федерации подхватила это, и о том, что Сергей Рыбальченко сегодня говорил в своем видеообращении, то, что эта практика, она дальше работает в других регионах. Московская область, в Якутии скоро такое соглашение будет подписано. Да, есть и текст этого соглашения, да, он на одну страничку, там, мы сделали 5 пунктов. Мы провели консультации, вот я по образованию социолог, такую некую фокус-группу провел из там 30 таких общепринятых ценностей. Мы совместно на Совете Общественной палаты вот выбрали 5 основных, безусловно, под которыми подпишется представитель каждого религиозного направления. Плюс тому у нас были еще там Союз отцов, Союз матерей, другие общественные молодежные организации. И это не значит, что их должно быть вот ровно 5, их может быть и больше. И я абсолютно уверен, что в регионах других это будет, может быть, более шире. Может, то есть это не какой-то такой вот не постулат, не закостеневший документ, который нужно просто вот взять, поменять в шапке регион, да, и пошел дальше. Нет, ни в коем случае. Не исключаю, что потом Общественная палата и сделает это на уровне ОПРФ, такое вот общее, где мы подпишемся уже, может, общественными палатами, там, на каком-то другом уровне. Ведь суть же не в том, чтобы подписать бумагу и забыть про это, да. Это для нас некий императив, некая, если угодно, инструкция для того, чтобы как раз то, о чем вы только что сказали. Да, можно свободное плавание ребенка отпустить, но мы добра ему не принесем, потому что тут же найдутся другие люди,
которые поймут, что ниша свободна, и начнут на эти умы, на головы влиять. И мы вроде, с одной стороны, делаем добро, проявляем, даем возможность самостоятельно принять решение, но если мы не будем давать детям варианты из того, как принимать эти решения, не будем настаивать на наших вариантах, на наших ценностях, за нас это сделают другие. Наталья, я не досказала, я слишком разволновалась, и выводы хочу некоторые сделать, да? Вот, дело в том, что, значит, то, что вот мы ориентир сделали, вот нам помогало очень сильно в этом вопросе, на этническое возрождение, у нас, по сути, возрождение культур шло, это 30 лет тому назад, да? И сегодня можно подвести итоги. Это как-то ненавязчиво, через восстановление ритуалов, обычаев, да? В школах, у нас в республике это пошло еще централизованно, государственным образом. В школах ввели преподавание родных языков, культуры и так далее. Учреждения культуры все настроены на то, чтобы по канонам, теперь у нас по канонам, чтобы шли обрядовые другие мероприятия. И вот я по детям сужу сейчас, да, о том, что никак не сказалось на том, у нас как-то в крови заложено. Мы не говорим, у нас просто в крови заложено, что мы живем в Якутии. Над нами вот якутская культура. Одновременно дети наши ее тоже изучают, познают, с родителями и тому прочее. Хотя одно время были подавлены. Вот Енгру возьмем, да, там туда якуты очень мало приезжали. И поэтому там фактически по-якутски не говорят. Это единственное село у нас как-то чисто венкийская культура осталась, да? Вот. И посмотрите, и мы вообще не говорим о том, что вне России наши люди фактически себя не мыслят. Ненавязчиво, понимаете, это через национальную культуру, через национальное самосознание вот к этому пришли. Ключевое слово ненавязчиво абсолютно точно, потому что сейчас мы очень все можем сделать большой крен, большой перегиб, да, не было патриотики, не было идеологии, и тут вдруг резко мы начинаем об этом говорить, и можно переговорить, что называется, может ребенка, у подростка наступить отторжение тех ценностей, которые ему очень агрессивно, может быть не агрессивно, но очень наступательно мы со всех сторон предлагаем, понимаете? Очень опасный момент, конечно, очень опасный. Поэтому в любом случае, вспоминая свое детство, мы всегда говорили, кто больше воспитывает, школа или семья? Помните, вот дилемма всегда была, обсуждался этот вопрос. Вот мне кажется, что сейчас он в современном мире не очень корректен, потому что воспитывает не только школа, не только семья, но и средства массовой информации, потому что наши дети сейчас имеют источник информации не только от учителя, как это было когда-то, да, когда наши родители воспитывались. Поэтому средства массовой информации – это та самая поляна, на которой наши дети чаще всего остаются без нас, без присмотра. Поэтому как быть здесь, как ненавязчиво сделать это? У меня, конечно, вопрос к вам, непосредственно, Виктор Джамаханович, ваша точка зрения. И как гражданина, и как человека, который все-таки представляет СМИ в нашей республике. Как думаете? Ну, вообще, я тоже готовил доклад, да, но я его не буду зачитывать. Скажу основные моменты, что касается средств массовой информации. Мы вообще фиксировали еще до начала специальной военной операции, да, как все происходит. Ну, у нас не секрет сейчас, в основном распространение информации идет через мессенджеры, через социальные сети. И вот там в этих социальных сетях, в том числе и запрещенных ныне, значит, и на форумах, очень часто мы фиксировали, значит, определенную критику, причем оголтелую. Как оказалось, значит, ну, в то время очень много было анонимных аккаунтов и так далее, да. И мы вот известные события 2020 года, когда в Хабаровском крае произошли известные события, мы тут же зафиксировали, что здесь у нас этой оголтелой критики стало в разы меньше. То есть с какой-то невидимой рукой этот фокус переключился туда, в ту сторону. То есть, как правильно сказали, значит, да, есть определенное влияние, которое ведется, и аккаунты, и IP-адреса, которые были фиксированы, они и тогда уже были с территории, значит, соседних государств, ближнего зарубежья, значит, дальнего зарубежья. Вот, и это мы почувствовали после начала специальной операции. Наши коллеги с «Коммерсанта», значит, да, вот с ТАСС нам рассказывали о том, какие были атаки совершены, значит, на их сайты и так далее.
Ну и что уж тут говорить, да, на самом деле сейчас уже дети не читают газет, потому что ничего уж говорить про детей, да. Конечно. Люди, которым 50 лет, уже не читают газет. Не читаю. Вот, да, и сайты-то уже сейчас не читают. Сейчас люди перешли в мессенджеры, социальные паблики и так далее. Единственное, могу сказать момент, да, мы работаем, и республиканские средства массовой информации, и федеральные работают, значит, и в соцсетях, и в мессенджерах, но у нас произошло определенный, скажем так, момент, когда мы определенные мессенджеры, скажем так, из них ушли, назвали их сепаратистскими, а люди там остались. Остались-то дети. И люди-то остались, да, и дети, молодежь, ну не только молодежь, но в основном дети, да, но мы там не работаем. Вот необходимо все-таки признать, что не подходить формально к вопросу, нужно подходить неформально, да, и там тоже нужно работать. И тут важный момент, да, одними средствами массовой информации здесь как бы сыт не будешь. Тут нужно как-то призывать блогеров, и не тех даже профессиональных блогеров, которые работают, имеют там тысячные подписки, да, их тоже, конечно, в свою очередь, да, но здесь просто людям нужно быть неравнодушными. Любой человек, который сидит в социальных сетях, он может создавать фон. У нас как обычно бывает, какая-то новость выходит, ну хорошо, окей, максимум поставил сердечко там или пальчик вверх и ушел. А тем, кому не нравится, те начинают писать. И возникает ощущение, что очень плохо все. Что их больше, что, да? На самом деле, да. Тех, а когда людей все устраивает, они ничего не пишут. И вот 80% людей, которых все устраивает, они молчат. 20% людей или там 15% людей, которых все не устраивает, из них там 90% они пишут. И возникает такое ощущение. Вот сейчас вот нам необходимо работать с детьми вот, с этой точки зрения, чтобы они не молчали, именно не молчали те, кто, скажем, доволен жизнью. Вот они не молчали. Как это сделать? Тут я немножко отойду как бы в сторону и закончу тему СМИ. Тема СМИ такая, что действительно нужно нам работать с каждым человеком. Да, кроме того, что так называемые структурные СМИ, классические должны работать. Но вот здесь совершенно правильно была аналогия, вначале сказано, она даже не сколько была сказана аналогия именно про веру, а то, что человек делает какой-то выбор, да, но его нужно готовить, это не только в части веры. У нас сегодня что в школах? Вот я, наверное, поколение одних из первых, кто почувствовали, скажем так, ту самую западную систему образования. Там очень много хорошего, очень много там, в общем-то, хорошего, казалось бы. Ну, что плохого, когда ребенку преподают его права? Это в 90-х годах началось, права ребенка и так далее. Но в итоге такая химера получилась, да, что ребенок знает только свои права, но совершенно не знает конституционных обязанностей. И между прочим, как ни странно, вот мы сегодня говорим, да, а в школах ничего не изменилось, совершенно ничего. Вот с 2014 года в школе ничего не поменялось. Я когда работал заместителем главы района, мне сказали, вот такой-то школы, нам нужно столько-то уборщиц. Я говорю, куда вам столько уборщиц? А детей эксплуатировать нельзя, конечно. Это у нас прокуратура. Ну, прокуратура тут не виновата. Что им сказали, то они делают, у них работа такая, да? Но нам нужно-то менять здесь. Что на самом деле, как говорили в свое время, что сделал из человека, из обезьяны человек? Ну, труд, да? Ну, шутки не шутки, но на самом деле труд. А когда ребенок у нас не трудится в школе, не трудится дома, не трудится на улице, он потребителем вырастает. Отсюда уже потребительские наклонности к каким-то вещам, так далее, так далее. Когда человек не задумывается о душе, о собственном мировоззрении и так далее, да? Это потребительские вещи, да? Потом ответственность. Ответственности для них, да? Если нет труда, если человек ничего не делает, то он не ответственный, да? У него уже, потом уже и цели становятся какие-то деформируются и так далее. И мы получаем то, что, собственно, получаем. Поэтому я тут тоже не согласен, что мы должны на самотек бросить поколение там 16+, надо с ними работать, да? Но нам нужно заняться, вот правильно, нам нужно, и семья должна воспитывать, и школа должна воспитывать, да? Но чтобы школа воспитывала, чтобы педагоги воспитывали, надо им дать инструментарий. Чтобы дать инструментарий, нужно ограничения убрать. Сегодня же, как на ребенка не так посмотришь, там, бедные педагоги вообще не знают, что думать вообще, да, на самом деле, да? И вот отсюда вырастает общество, которое потом потребляет те средства массовой информации, которые им нравятся. И нам средства массовой информации приходится под них подстраиваться, чтобы они читали в том числе и полезную информацию. Мы об этом можем долго говорить, да? Но фундамент, я думаю, считает, нам нужно вот именно в этой системе надо ставить здесь. Коллеги, вот я абсолютно солидарна, да, с тем, что если мы видим положительную информацию, которая тебе ложится на душу, мы ее пропускаем. Все хорошо. И откладываешь. Когда ты видишь какую-то несправедливость, начинаешь писать. Я это попробовала на примере, очень легко доказуемо это, да. Значит, поступил негативный отзыв.
в ту клинику, в которую я хожу, ветеринарная клиника. И там была паника, что делать, вообще незаслуженно обвинили. Я говорю, ну как, перекройте это положительным отзывом. А мне действительно есть что написать хорошего, потому что я пользуюсь их услугами. Я говорю, да ладно, я говорю, увидите. И как только прозвучал первый негативный, они прям посыпались, понимаете? Я перекрываю это положительным, и они прекращаются. О чудо, понимаете? Поэтому вот каждый, кто присутствует в этом зале, вы должны понимать, что на каждом из нас лежит мера ответственности. И если мы хотим как-то изменить эту ситуацию, если мы видим, что идет негатив, не проходить мимо, не закрывать, не говорить, о нет, я туда даже, в эту грязь я не пойду. Туда пойдут наши дети, и им будет гораздо сложнее без нас справиться с этой ситуацией. Мы продолжаем разговор о СМИ. Я бы хотела дать слово Яне Михайловне Стручковой. Это Саха-Печать. Наверняка у вас тоже есть позиция. Да, у меня немножко не диаметральная, но немножко отличная позиция от Виктора Джамахановича. Да? Я являюсь руководителем медиакомпании «Саха-Печать». На сегодня мы издаем 36 районных газет, печатных, бумажных, которых читают, подписываются и ждут. Из них 26 на якутском языке. Мы издаем также 34 сетевых издания. Это сайты, в каждом районе свои сайты. Мы также издаем 5 изданий республиканских. Это вот этот журнал, которому уже 97 лет. Это как бы не то, что вот вчера появилось, сегодня пропала, да, социальная сеть. Мы издаем «Полярная звезда», также общественно-политический, литературно-художественный журнал, женский журнал «Далбар Хатун» на якутском языке. Мы издаем газету «Забота Арчи», которая выходит на 2 языках, и издаем газету на 6 официальных языках, которые публикуют сейчас материалы «Илкен». Мы также развили его в сайт, который в этом году собираемся издавать для каждого официального языка, который у нас есть в республике. Чукотский, Долганский, 2 юкагирских, Овенский и Овенкийский. Для каждого языка будут новости на своем языке, в ежедневном режиме, с тем, чтобы для каждого был интерфейс свой собственный, да, вы понимаете, как это, то есть учебники – это одно, учить свой язык по учебникам, и в ежедневном режиме читать новости, получать на своем языке, допустим, на винтовском. Это совершенно другие уровни восприятия и вообще понимания, да. Я хочу сказать про этнические СМИ и их связь вот с тем, что вообще все происходит, именно свой язык, да. Мы ратуем за то, чтобы сохранить газеты. Я хочу сказать вкратце, да, я тут готовила доклад, я его не буду зачитывать. Я хочу сказать основную мысль. Всем этим районным газетам, в том числе включая самую старейшую, это Алданский рабочий, ему этой газете в этом году исполняется 95 лет. Это очень-очень большая, как сказать, долголетняя жизнь, включающая в себя несколько эпох нашей страны, республики, этого района. И также все остальные газеты, которые существуют в каждом районе нашей республики, они издаются больше 80 лет. Вы понимаете, это какие цифры, и в том числе одна из молодых, это «Индустрия Севера», Невенгринского района, она 47 лет издается, но поскольку город сам молодой. Ну да. Он возник только потом, и появилась эта газета, да. Суть в том, что наш регион уникальный в этом плане, что мы сохранили все абсолютно эти газеты. Они продолжают издаваться. Вот сколько, 95 лет Алданский рабочий издавался, он издается до сих пор. И я считаю, что газеты еще читают. Если даже и падает тираж, естественно, если в каких-то 80-х годах Алданский рабочий тираж выходил 15-тысячным тиражом каждый день. Каждый день, вы понимаете, и 15 тысяч тираж в Алдане. Это значит, эта газета приходила в каждый дом каждый день.
в 80-х годах. Да. Да, в 80-х У нас годах. тогда 67 тысяч жило. Да, это культурный А пласт сегодня целый осталось представляют эти газеты, да, и они воспитали поколение и до сих пор. То есть мы должны перенять традиции, которые были. Мы их не закрываем, мы их продолжаем да. Мы продолжаем издавать и ратовать за сохранение этих газет, за то, чтобы они издавались, за то, чтобы они издавались на наших родных языках, в том числе, да. Я хочу сейчас привести еще очень важно определение Игоря Николаевича Блохина, профессора Санкт-Петербургского госуниверситета, он исследователь, и он выделил такое определение этническая журналистика. Что это такое? Да? Это журналистика, выполняющая функции самопознания народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной самобытности. То есть это значимость вот этих газет и то, что сейчас мы их сохраняем, традиции, перенимаем их, но мы не остаемся только в этих газетах. Мы в сети присутствуем очень активно, у нас в каждом районе свое электронное издание, свои сайты, они также пользуются популярностью. И также у нас самая большая распространенная сетка социальных сетей. Мы также работаем в социальных сетях. То есть мы проходим не процесс трансформации, то есть мы не превращаем газету в социальные сети. Нет, мы проходим процесс развития. То есть мы сохраняем традиции, и плюс еще мы делаем дополнительно еще то, что называется в якутском языке «тиен ситянеландера эргитиди». То есть это то, что говорит вот Виктор Джамаханович о том, что дети ушли в социальные сети. На якутском это звучит буквально, знаете, как я переведу, «загнать и обратить к себе». То есть я ухожу в социальные сети тоже так же, да, где там находится моя аудитория, но я их возвращаю к тем традициям, традиционным ценностям, ценностям того, что было, да. То есть это очень такая большая, мне кажется, работа, ответственность, которую мы, как вот представители СМИ, должны нести, понимать, и я считаю, что мы эту работу сейчас ведем. То есть наш регион может показать такой уникальный опыт сохранения вековых вот этих традиций, буквально вековых получается, да, и развития его в дальнейшую перспективу. С тем, чтобы, мне кажется, это нужно... Знаете, очень приятно было слушать вас, не только потому, что вы говорите, но и потому, как вы говорите. Чувствуется, что вы очень болеете за то дело, которое вам доверили, поэтому, да, конечно, Виталий, пожалуйста. Я бы хотела сказать о, как раз в том числе, об этнической журналистике, так по касательно пересекается. Мы, вот вам, наверное, тоже будет интересно, мы реализуем проект большой, собственно, часть его уже реализовали в этом году, сейчас мы написали еще одну грантовую заявку, может быть, надеемся, что продолжим. Большой инфраструктурный проект «Арктический десант», и наша часть, у нас была кочевая воскресная школа, сейчас мы написали грант «Россия арктическая. Единство в многообразии». Мы ездили по районам арктическим, надеемся еще поездить, и вот столкнулись с тем, что на самом деле мы очень мало знаем, как ни прискорбно, о наших коренных малочисленных народах Севера. То есть, например, мы провели неделю в стане оленеводческом. И, кстати, к вопросу, да, о том, как передаются ценности, нравственные в том числе. Дело в том, что в городе, в городской культуре, существует некий кризис семьи, он уже существует уже много лет, несколько десятилетий, переход от многопоколенной семьи к нуклеарной. Это естественно, потому что городские жители ограничены жить площади, соответственно, переход осуществляется. Но дело в том, что сейчас есть еще другая тенденция. В силу того, что у нас в стране, к сожалению, критически огромное количество разводов, у нас достаточно часто даже нуклеарной семьи уже нет, и есть семья, одинокий родитель с ребенком. Причем, вот.
В связи с этим какие-то модели, там, например, модели гендерного поведения здорового, да, или Они отсутствуют. Они отсутствуют, Как да. правило, ребенок потом затрудняется построить такую Вот же именно, свою. да. Вот. Вот. И это и тому подобное. Вот у наших коренных малочисленных народов Севера, что очень, скажем так, круто, да, это то, что у них есть этот механизм передачи из поколения в поколение, и, конечно, хотелось бы больше узнавать. И вот наш новый проект направлен на то, чтобы не только мы им что-то несем, у нас непонятно характер, что мы например, с Библиями, там, если священник ездит, но на этот раз что-то от них брать. В том числе мы хотим съездить в Луну, да, мы хотим... Коллеги, ну я думаю, вам нужно каким-то образом прям подружиться, обменяться контактами, быть полезными друг другу. Я очень рада, что это волшебство сегодня произошло на нашей секции. Классно. Это же как раз есть практическое воплощение патриотического Да, все отлично, я очень рада. Закончить, да, у нас был снят фильм, он через некоторое время будет выложен на Ютубе. Лучше на Ютубе. Мы постараемся укладывать там, к сожалению, надо продвигать, меньше, к сожалению, просматривается. И вот этот фильм представляли на в Москве, и наша она, собственно, региональная координация, да, а кроме того, она, собственно, один из авторов наших проектов, Анжелика Антонина. Она представляла этот фильм в Москве, и был такой момент, когда она предложила в одной школе, ей предложили выступить, правда, нарушение всех программ, а она на разговор о важном попала. И там был представлен этот фильм. И была совершенно потрясающая реакция. То есть ребята московские, они вообще не знают о том, что такое существует. Они не знают о том, что у нас в стране вообще-то живут люди с сохранившейся культурой кочевники. Да? То есть, ну, они вот же кочевники, да? Для них это было совершенно потрясающе интересно. Они там чуть ли не писали письма, я не знаю, сейчас Анжелика вернется. Я не знаю, они все готовы были написать письма ребятам в арке. И вот, ну надо, чтобы писали, надо как-то раскрутить этот проект. Да, фильм как называется? От фильма идти. Фильм, по-моему, так и будет называться «Арктический десант». А вы где были, в каком районе? Мы были в Момском улусе. Мы были... Доступные места. Активно освещали же это. Да. Мы ездили... Коллеги, мы двигаемся дальше, у нас есть комментарии. Подскажите, пожалуйста, какой тираж журнала «Чуранчик»? Чуранчик я, к сожалению, сказать не могу, потому что его издает детское издательство «Кескин» имени Аммачигая. Оно не относится... Хорошо, коллеги, мы продолжаем с вами говорить, и я хочу сделать акцент на том, что патриотизм – это все-таки не чувство, как нас когда-то учили. Патриотизм – это потребность любить свою родину. Малую родину, большую, но потребность. Вот у наших детей, к сожалению, не у всех есть эта потребность. И наша с вами задача, и прежде всего средств массовой информации, сделать так, чтобы были созданы условия для появления этой потребности. Это очень важный момент. Поэтому, если говорить о контенте, то в средствах массовой информации, конечно, должны появляться какие-то положительные примеры, должны появляться поводы гордиться своим классом, своей школой, своей семьей, своим лучшим папой, который быстрее и сильнее, чем другой папа, да? То есть из таких маленьких мелочей складывается очень большое чувство, которое впоследствии мы назовем патриотизмом. Да. И занимаются районные издания, сериалы. Людям а нам надо не только районные, а людям все. всегда интересно знать о том, как живет вот именно здесь, там, где он живет. Именно о папах, да, и не напишет Якутия, да, которая вот, ну просто папа, он хороший. Об этом напишет район. Коллеги, и школьные газеты, мы тоже должны все-таки возродить этот механизм школьных газет. Потому что гордость собой, своим одноклассникам, она начинается с маленьких же побед. Только так. Комментарий, пожалуйста. Меня зовут Евдокия Игнатьевна Избекова. Я, из СМИ очень долго работаю в национальной вещательной компании. В 2017 году вот с Анжеликой Тупицыной мы были победителями гранта президента. И совместно с газетой «Кескиль», Академией духовности НЗК Саха мы сделали такой проект
который сразу победил, он назывался так: «Мой дедушка неизвестный солдат». В нашей республике около 7 тысяч еще неизвестных, незахороненных солдат. И вот сначала, я не знала всей этой специфики. Сейчас вот Виктор Джумаханович сейчас ясно дал понять, что школа и это... Мы сначала пошли через школы и не могли никак добиться никакого результата, потом уже вышли на семьи. И вот семья... Участвовали в основном 5-6 класс, и, конечно, дедушки, бабушки тут были кураторами, и они вот в своих архивах искали эти письма, откуда пришли, чего, на каком этапе была остановлена вот эта поисковая семейная работа. И 2 семьи ведь нашли. Вот посредством этого проекта. Просто в 2017 году этот проект был всего на год. И пока мы через школу потом дошли до семьи, это уже время прошло, и в ноябре надо было завершать. Мне кажется, если будут силы, нынче надо продолжить. Уже мой брат, участник СВО, и вот так вот. И прямо через семью выходить. И как раз в школах есть... разговор о важном, может они подключатся, но в 2017 году они не подключились. Вот такой вот. И вот эти вот ролики, детские ролики, аудиоролики, видеоролики маленькие, семейные истории, да, они были уже транслировались во всех СМИ, в НВК Саха, и мы там, да. Вот это вот мой опыт. Спасибо. Как? Лена Павловна? Я хочу напомнить, что тема нашей коммуникационной площадки называется «Роль семьи, общества и СМИ в укреплении духовно-нравственных основ современной России». Мы взяли Дальневосточный федеральный округ, не только Якутии. И поэтому мы пригласили наших коллег из Еврейской автономной области, и должна была подключиться наша коллега из Приморского края, Владивосток, но у нее, к сожалению, совещание, и она не выступила. Но тезисно могу сказать, что выступление ее касалось как раз-таки импортозамещения в средствах массовой информации, то, о чем говорили коллеги, о том, что необходимо заполонять, как говорится, свой внутренний медиапространство, контент. И вот в этой части у них есть наработки в Приморском крае непосредственно, различные проекты реализуются, именно общественные проекты. Они готовы поделиться опытом работы. Я надеюсь, что это не последняя площадка, приедут, и мы обязательно их опыт увидим и услышим. И вот последняя акция, которую она провела, она называется «РУТОП», «Русские топотушки». Это проект, направленный на формирование вроде бы как здорового образа жизни, но при этом в детских и дошкольных учреждениях проводится ритмика, где не звучит иностранная музыка, да, импортная, а звучат русские, разные различные российские песни, которые как бы формируют сознание наших детей. То есть в том числе чувство патриотизма, да, то есть мы должны быть сопричастны. И сейчас я хочу предоставить слово профессору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, почетному руководителю Национального общественного комитета «Российская семья» Марии Михайловне Прокопьевой. Пожалуйста, Мария Михайловна. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, как человек серьезно, очень серьезно подготовилась к докладу. Более того, подготовила 2 доклада, потому что сочла, что работа Шабельникова Виталия Константиновича, это личный психолог, долгие годы работал у Назарбаева. Я с ним очень дружу, он мой наставник, и вот хотела преподнести его видение состояние семьи в геополитическом конфликте. Я чуть-чуть коснусь, а сама я, конечно же, хотела рассказать о воспитании нравственной самоорганизованности детей. Вы все здесь сидящие давно работаете, знаете, термины и так далее, но именно такой интерпретации нравственная самоорганизованность, наверное, вам еще не приходилось слышать. Но на самом-то деле это, как говорится, первозданная суть семьи, это через труд, как идея религия идет все равно, и, конечно же, семья как основная ячейка, хозяйственная, экономическая, она самоорганизующаяся система. И, конечно, сегодня специалисты
семьеведы, значит, психологи и так далее. Некоторые говорят о кризисе, а некоторые говорят об эволюции. Поскольку, конечно же, жизнь идет вперед, дух времени сказывается, все меняется, меняются отношения, взгляды, значит, подходы и так далее, и так далее. Ну, в своем докладе я упомянула и как вот именно самоорганизация помогала нашим предкам выживать, взаимопомощь, значит, умение значит, самоуправлять собой, своим поведением и так далее в этой среде. Ну, конечно, есть наработки, и, наверное, вы, ну, если захотите, найдете мои статьи, по этому поводу я много пишу. У меня около 600 научных трудов, любой это откроете и найдете. И в этой связи просто я хотела сказать, что действительно труд – это суть самой жизни. Вот то, что мы упустили, вот сегодня говорили, вот действительно, если нет труда, если нет, ну хотя бы, если физического нет, то хотя бы интеллектуального и так далее, это все равно деятельность, труд, общение. Вот поэтому действительно сегодня мы видим то, что видим, да, и я, например, работаю со студенчеством уже около 40 лет, с молодежью, с молодыми семьями. Многие годы у нас был Центр студенческой семьи «Надежда». Мы выигрывали всевозможные гранты, да, помните, наверное, вот здесь сидящие. У нас очень много было проектов, где-то больше 20, выигрывали где-то 17-18, в том числе СНОК «Российская семья» выигрывали и грант президента, даже республики, наверное, первыми. Проект назывался «Школа молодого родителя». Школа подготовки молодежи к браку и семье. И вот это очень хорошая тема, она значит, идет и сейчас. Сейчас я перекинулась на дошкольное учреждение, потому что работы должны начинаться там с молодыми семьями. И на сегодняшний день в условиях города в 3 детских садах и в Чорокчинском улице, в Абудинском проводятся тренинговые занятия, лекции и так далее. Значит, и вот сидят мои студенты, кстати, здесь будущие психологи, будущие семейные тьютеры. Вот семейное тьютерство – это очень такое современное направление формирования специалистов по работе с семьей. Вот яркий пример – это Лена Павловна, значит, Анжелика Горовна выучила. Вот здесь вижу, значит, наша девушка куда подевалась? Так. То есть я просто к тому, что значит, надо же готовить кадры, я к этому. Конечно, потому что никто не рождается готовым родителем. Мы же все молодые, потом начинаем учиться, вот жизнь сама учит, значит, какие-то книги учат, какие-то методики, практики, семья, родственники и так далее. И наконец мы достигаем того возраста, когда уже надо было так все тогда. Мне 65 лет, я не скрываю. Очень хорошо говорит Мария Михайловна, да? Очень. Английская девушка. Надо говорить генетика. Хорошо, спасибо. Так, значит, просто я хотела сказать о том, что именно работу в дошкольном учреждении надо начинать по нравственной самоорганизованности. Потому что, значит, когда человек маленький учится, там наблюдает, за собой ухаживает, начиная с санитарно-гигиенического, ну и дальше пойдет, конечно. Поэтому игры, какие-то досуговые мероприятия, все должно быть направлено. И хорошо, что мы уже начинаем день с гимна и прочее, прочее. И, значит, коллеги, обращайте внимание на фотографии, которые играли. Я подобрала специально вот такие фотографии, посмотрите, никакие яркие, хорошие. И буквально 2 недели тому назад я вернулась с Москвы, там, значит, было обсуждение, значит, 6-го съезда Национальной общественной ассоциации «Родительская академия», да, значит, я там эксперт уже давно, и очень много интересных, значит, событий, значит, новых подходов, технологий, значит, со всех регионов, 82 региона были, и также, конечно, значит, мы посетили работу профильного комитета
в Государственную Думу по науке и образованию. Поэтому, значит, и в этой связи еще могу сказать о том, что нами совместно с коллегами разработан закон о государственной поддержке многодетной сельской семьи Российской Федерации. Он висит уже на сайте с 1 июня. Значит, мы прошли обсуждение и на Конгрессе Российской семьи и в Общественной палате Российской Федерации. Но была поддержка в связи с тем, что вот такие серьезные изменения в нашей стране из-за этого не принят. На самом-то деле, вот я очень культивирую многодетную сельскую семью. Значит, много позиций. Пожалуйста, не поленитесь, откройте, почитайте, и вы со всеми позициями, надеюсь, согласитесь, и тоже будете работать. Реплику можно, да? Да, конечно. Вот, в связи вот с этим, значит, мне импонирует сегодня, что принимается решение о восстановлении учебной программы преподавания трудовое. Да. Значит, с выдачи, как это было у нас. Я, например, закончила школу, получила свидетельство. Нет, а у меня топограф. Топограф геодезист 4-го разряда. А потому что надо было раньше рождаться. Так что это хорошо, уже ребята... Коллеги, ну вот если все равно про труд заговорили, я не могу себя лишить возможности сказать самую больную для меня тему. Я живу в районе автовокзала. Лермонтова 71. Понятно, да? Всем все понятно? У нас, к сожалению, мы сейчас немножко отошли от политики. Наказание не хочется говорить, но не поощрение. Нетерпимого отношения в обществе к тем людям, которые не работают. К сожалению, у нас это абсолютно ушло из нашей жизни. И мне кажется, в год труда мы должны что-то в этом смысле продумать. Не только то, что делают наши коллеги, замечательно делают. Мы их кормим, мы пытаемся сделать документы, мы пытаемся вылечить этих людей, которые попали не всегда по собственной вине в эту сложную жизненную ситуацию. Но все-таки есть и те, кто живет в семьях, кто производит впечатление человека здравомыслящего, но тем не менее тунеядствует. Понимаете? Вот нетерпимое отношение к этому мы должны каким-то образом нашим обществом. Да, конечно. Восстановить надо вот ЛТП. Моя мама была судьей. Это делается. Да. Это сказать, что требует. Лечебно-трудовой профилакторина. Это бизнес. Это не бизнес. ЛТП в новом виде – это бизнес за деньги. В отдаленных поселениях, на стрелах нашей республики мы видим, например, есть семья инвалид. Дома чисто, хозяйка очень трудолюбивая, никакого запаха, такой хороший уход делается, то есть на самом деле сами родные, близкие ухаживают за своими родными. Вот это и есть как раз самая та традиция, о которой мы говорим, которая передается с поколения в поколение. Хуже, конечно, уже в районных центрах, хуже в городах, потому как, к сожалению, мы видим те люди, которые остаются на улице. Там через 10 акций, которые мы организовали совместно с МВД, участвует Минздрав, педиатрия, это наша наркология, это центр СПИД, это 5-я поликлиника, конечно, администрация города, Минтруд, Терех. У нас практически более 30 участников. Мы видим, что около 60% это лица, которые отбыли наказание в местах лишения свободы. Там есть такие, кто уже несколько раз совершил преступление, а есть такие, которые, знаете, вот я встречалась с одной семьей, поступил звонок неравнодушной гражданки, в 16 часов я выехала по адресу. Молодая пара, у нас, к сожалению, бездомность молодеет. Вот, да, с точки зрения того, что профилактика алкоголизма и трудоустройство молодежи, как раз работа с молодежью, это вот как раз об этом и говорит. Молодой человек, он, к сожалению, совершил преступление, и мама взяла его, выписала из дома и выкинула на улицу, потому что он уже, когда отбыл наказание, приехал, его просто не пустили. Поэтому, знаете, вот это где-то код у нас, как говорят, да, культурный код. Что происходит в семьях? Вот это мы тоже должны на это обратить обязательно внимание, потому что если родители трудолюбивые, редко я видела, что ребенок не был трудолюбивым, потому что он воспитывается на примере своих родителей. Бывает так, когда человек, действительно в связи с употреблением спиртными напитками,
мы просто его обманули. Он оказался Дольщиком жертвой мошенников. И вот один такой у нас умирающий пришел 31 декабря. Поэтому, по сути, надо сказать, все равно общество должно быть, на наш взгляд, милосердное, сострадание должно быть, но при этом мы поднимаем вопрос раннего выявления. Вот понимаете, в тех же поселениях, вот в муниципальном районе, у нас 10 акций, это 800 человек прошли. Вот представьте сейчас, вот мы сидим в теплой аудитории, это, наверное, где-то человек 800, которые где-то там под домами или в тех этажах. Вот в таких условиях живут. Но на севере, мы считаем, люди вообще не должны жить на улице. Тогда смотрим, откуда это все начиналось. Первое, вот подняла мама рюмку, вот сын поднял рюмку. Общественность же все знает. Вот сегодня сказали 900 тюльбе. В поселениях неужели не знает семья какая, да? Неблагополучная. И там уже такую работу проводить, уже и стимулировать. Ведь понятно, что лечение это идет добровольно, но все равно можно создать такие условия, человека можно, если адресно на него взяться, то сейчас идет в обществе у нас очень сильный запрос на адресную социальную помощь. Вот посмотрите, наши участники семьи специальной военной операции, их семьи, тоже запрос на адресность. Не просто в целом вот помогли, в целом отдали, а вот конкретно надо вести каждую семью. И вот в Минтруде мы тоже вот эту, в принципе, работу тоже мы ее продвигаем со стороны нашего правозащитного института. Поэтому если на сегодня человек защищен законом, то да, у него есть гарантии, у него есть права, обязанности, гарантии ответственности. А в отношении, например, таких вот лиц, которые у нас в трудной жизненной ситуации, там не всегда закон работает. Тогда мы, вот как соседи должны быть неравнодушные, да? Чувство коллективизма все равно, это чувство, оно все равно выручает и спасает. Оно ушло в конце 80-х. Оно есть, мы говорим, оно есть, это чувство есть. Я представляю сегодня поколение 70-х. Вот в таком духе еще старого воспитания. Поколение 90-х, понимаете, все равно сегодня почему в выступлении мы обращаем внимание на важность преемственности поколений. Вот какие будут родители, такой будет ребенок. Вообще это да. Поэтому сегодня вот в контексте семейного воспитания, вот то, что и нравственных основах мы говорим, о том, что трудиться надо, и в год труда мы это всецело поддерживаем, потому что раньше ведь тоже в обществе насаждалось, что человек работает, значит у него не все в порядке. Наоборот, сейчас глава республики это правильно ко всем нам обратился, надо такую волну престижа человека труда поднять. Наоборот, это гордо. И я считаю, что нам это все под силу. Поэтому где бы ни оборвалась эта преемственность поколений. Спасибо большое. Да, я хотела бы сказать, как специалист по работе с молодежью и как мама ребенка-подростка. Сказали про влияние СМИ на воспитание, про влияние семьи, но мы же знаем, что в возрастной психологии, если не знаем, то расскажу, да, что в возрастной психологии в подростковый момент наступает момент сепарации, да, отделения от семьи, и молодой человек, ему хочется общаться со сверстниками. И если мы посмотрим на слегах, места для общения по сути есть, потому что школы открыты до позднего вечера, ребята могут собираться, встречаться, разговаривать, да? А что происходит в больших городах и в городе Якутске, где мы с вами видим подростков? Подростки находятся у нас в торговых центрах, фудконт-зоны, корейская лапша, да, кей-поп магазинчики, где они девочками, да, там мальчиками тусуются. Да, находятся, например, в кафе, к примеру, кафе Депо, да, которое я очень люблю, и там прихожу общаться с ребятами, с молодыми, там большие толпы просто подростков и студентов, и это совсем не про традиционные ценности, наоборот, там ценится иная культура, и наоборот, ребята обсуждают и смотрят друг на друга, кто как оделся, и вот буквально позавчера они восхищались то ли мальчиком, то ли девочкой, я так не смогла понять. Честно, но это так, это буквально мое позавчера. Я сидела там, работала и параллельно слушала, смотрела, как они это разговаривают. Я о чем? Мы очень хорошо сейчас научились работать мероприятиями. Школы, у нас фестиваль, у нас конкурс, у нас, да. И при этом моему сыну-подростку, извините, вечером, некуда пойти в 14 лет в какое-то безопасное место, где был бы педагог, который бы вечером
не в 11 утра, а вечером, когда у него есть свободное время, чтобы он общался с этим педагогом. Да? Наш фонд Харысхал открыли мы уже, оказывается, 1,5 месяца назад молодежный инклюзивный центр «Среда» на Богатырева 11/1. Каждую среду ребята приходят, общаются. Задача у нас была про социализацию. Тут мы поняли, что мы оказываемся гораздо шире работаем. У ребят есть возможность выехать на своих колясках из дома, вот, пообщаться. И этот центр инклюзивный. Приходят туда и студенты, и волонтеры. Каждую среду он работает. И я поняла, что вот поддержку такой постоянной истории, вот такого помещения, да, а у нас там на самом деле все супер скромно, извините, ужасная уборная и так далее, да, и вот пока я не могу найти возможности и средств, чтобы привести это помещение в порядок. Огромное количество у нас зданий красивых построено, доступны ли они для подростков вечером? Нет, конечно. Вот. Кто там с ними вечером работает, да, не в виде форума или мероприятия, да, пока раскачается российское движение детей и молодежи, которое создано для того, чтобы, да, мы снова упустим вот это поколение. И вот эти 16-летние, вот они в торговых центрах, давайте они придут, а куда они придут? Вот. Я бы очень хотела, чтобы по итогам нашего вот этого круглого стола мое предложение по поддержке организаций общественных, которые вот такую постоянную деятельность ведут, поддержкой помещениями, ремонтами, и да, было выделено, это раз. И два, чтобы наши муниципальные государственные учреждения открыли свои двери не только на форумы, фестивали и конкурсы. Почему на Слегах у нас получается формировать такую семейную добрую культуру? Да? Потому что там с семьей вместе в клуб приходят, в маленький клуб. И они там семьями, да, вместе находятся, общаются и видят, там есть пример. У нас вечером куда мы идем с семьей? Только в ресторан, извините, только в кафе. Все. Больше пойти, по сути, некуда. И вот поддержка таких, да, вот именно мероприятий, помещений, не мероприятия, это очень важно на данном. Да, спасибо вам. Слушай, большое спасибо за ваш труд. Мы знакомы с вашими и нашему центру нужна поддержка, и нужны пробонно волонтеры, гости. Приходите, каждую среду мы открыты. То есть среда, она не только для тех деток, она и для всех. Да. Ну, она для всех среда. Только по средам? Нет, на самом деле центр работает шире. Сейчас к нам пришли волонтеры, у нас там и рисование, английский язык, и канистотерапия. Но по средам это вот такое пространство, куда могут прийти люди из всегда для общения. Да, познакомиться и потом понять, в какие дни недели можно будет снова посещать. Я очень извиняюсь, назовите еще раз вот этот центр и свои научества. Меня зовут Любовь Клюкина, благотворительный фонд Харысхал. На сайте фонда есть в разделе «Помощь проектам», в наших соцсетях есть молодежный инклюзивный центр «Среда». Фильмы можно показывать? Спасибо большое. Фильмы можно показывать. Давайте, да, а они хотят фильмы смотреть. Их смотреть, Спасибо. смотреть Любовь надо. Николаевна, действительно, та работа, которая проводится вашим фондом, она на самом деле уникальна не только у нас для региона, она и очень такая хорошая практика и для Дальневосточного округа, в целом для нашей страны. Да. Ваш опыт надо активно тиражировать, распространять. Да? Вот. И вспоминая слова Марии Михайловны, Сальданы Михайловны о том, что ценность семьи, она как бы должна быть, конечно, в приоритете, и мы должны укреплять наши семьи. Но, к сожалению, статистика говорит о том, что семьи распадаются, что у нас имеется такая практика, как просто совместное проживание или так называемые гражданские браки. И сегодня у нас в качестве спикера, эксперта выступает непосредственно руководитель Центра медиации Долгояна Николаевна Иванова, она здесь. Я хочу ей слово предоставить, чтобы она раскрыла ту сторону тоже, как говорится, вопроса касаемо медиации, когда семья находится в такой кризисной ситуации. Пожалуйста, Долгояна Николаевна. Он, наверное, как-то нет, сюда, шире круг, что называется. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое.
благодарность за приглашение и выступить перед такой вот активной, доброй, позитивной аудиторией и на такую серьезную и важную актуальную тему. Меня зовут Долгуяна Николаевна Иванова. Я на сегодняшний день являюсь исполнительным директором автономной некоммерческой организации внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций Якутский республиканский центр медиации. По образованию я юрист, конфликтолог, медиатор, тренер-медиатор. Ну и мама, многодетная мама. У меня 4 детей. Все они окончили благополучно среднюю школу с золотыми медалями. Дети моя гордость. Все обучились в хороших, престижных вузах нашей страны. И сейчас все старшие работают по специальности, а младший сын после окончания магистратуры с дипломом физика по направлению медицинская физика сейчас является солдатом-срочником. Она ведь вам не больше 35. Спасибо. Спасибо. И вот с таким багажом. Из какого вуза, да? Хорошо, спасибо. Я могу стоя. И вот с таким багажом, жизненным багажом опыта я занимаюсь уже как 10 лет медиацией. Медиация, как вы знаете, это внесудебное урегулирование споров с участием третьего независимого человека, посредника, которого мы называем медиатором. Слово медиация вообще возникло от латинского глагола mediare, то есть посередине. Да, на русском это звучит как медиация, на английском mediation, а на якутский язык мы перевели как «intermediary». Мы выпустили даже свой маленький словарь, конфликтологический словарь медиатора, русско-якутский конфликтологический словарь медиатора. Словарь у нас содержит 101 понятие, является и понятийным, и информационным в том числе. Ну, медиация на сегодняшний день, будем честны, что в Республике Саха-Якутия пока не популярна, не знают про медиацию, мало знают. Если знают, то кто-то боится, кого-то, ну и мало специалистов. Да? И в прошлом году, в 2022 году, у нас был проект «За мир в семье. Семейная медиация». Наш проект получил поддержку грантов главы Республики Саха-Якутия. И мы командой 4 человека, психологи, конфликтологи, медиаторы, вот реализовали такой проект. Содержание нашего проекта – это были консультации и проведение процедур медиации. Процедура медиации – это вообще когда конфликтующие стороны мы садим за стол переговоров. То есть с одной стороны одна сторона, с другой стороны другая сторона, и работает посередине вот специалист-медиатор. Медиация, правовой основой медиации является федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуры медиации. Также о медиации есть упоминание, отдельные статьи, раздел в Гражданском кодексе Российской Федерации, Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе об исполнительном производстве, в законе о нотариате в Российской Федерации. Да? То есть для того, чтобы развивать медиацию, есть у нас правовые основы. Все семейные конфликты сейчас являются такой острейшей социальной проблемой в обществе, и возникает вопрос, что делать, как помочь в этом случае, и как, возможно, есть ли альтернативные способы, кроме судебных, да, кроме судебного разбирательства семейных вопросов. Сейчас у нас традиционно как? Вот семья разводится, и люди сами такой, например, способ выбирать, да, либо советуют коллеги, друзья, ну и из фильмов, из средств массовой информации мы знаем, что единственно верный путь – это идти в суд, да, и победить другую сторону в своих требованиях. Если человек, это уже и психологическая составляющая, если человек находится в судебном баталии, в судебном разбирательстве, то его единственная цель, самое первое и главное, это выиграть, да, победить, наказать, оставить
там без гроша, в одних трусах, без чемодана, выиграть и все остальное. И тут задается вопрос, а как можно было бы иначе, по-другому? И сюда мы возвращаемся и обращаем внимание на медиацию, как на самый эффективный, экологичный способ разрешения семейных конфликтов. Если говорить о медиации вообще, то сфера применения медиации, она очень широкая. Она используется и в бизнес-конфликтах. Да? Есть отдельное направление бизнес-медиация. Она может быть применима при разрешении, урегулировании конфликтов, которые происходят в образовательном пространстве. То есть отдельное направление, которое называется школьная медиация. Есть отдельное направление, как этномедиация, когда конфликты происходят на основе каких-то вот национальных взглядов, на почве межэтнических, да, ну, в общем, связанные с этносом, да, без национальности. Вот. Дальше у нас есть отдельное направление, это спортивная медиация, медиация в здравоохранении. А духовно-нравственные ценности каким образом ложатся на медиацию? Ложатся на медиацию, потому что в медиации отрабатываются не только правовые позиции, да, спора, а в первую очередь отрабатываются эмоциональная составляющая. Медиация работает на восстановление отношений и сохранение отношений. После медиации никогда не бывает такого, чтобы все люди расстались врагами. А наоборот, бывает, что наоборот, бывает, что в бизнес-конфликтах, наоборот, бывает, что люди в конфликте нашли, в споре нашли какие-то ресурсы для дальнейшей деятельности и продолжают, даже укрепляют свое такое вот партнерство. И в медиации, после семейной медиации, когда люди, есть буквально вот на той неделе у нас была такая очень сложная ситуация, да, когда людей из суда, вот они судились несколько месяцев, и судья направил их на медиацию. Медиация, мы с ними разговаривали уже не только по исковым требованиям, да, и вышли за пределы искового требования, и по итогам 3 встреч, первая ознакомительная, на второй встрече уже варианты, и третья встреча это была на подписание соглашений, договоренностей. И по итогам 3 встреч люди, вот семья подписала 2 медиативных соглашения. Одно медиативное соглашение в рамках судебного разбирательства, а второе соглашение они подписали уже по другим вопросам, которые у них были, да? Но по этим у них еще не было исковых требований. И люди нашли очень нормальных отношения. Спасибо. Вот. И поэтому Я первый раз слышу, что такая вообще возможность есть. Призыв такой, что да, коллеги, смотрите и знайте, что есть такой альтернативный, досудебный, мирный, экологичный, эффективный, оперативный, да, такие вот контакты, где вас найти, способы регулирования разного рода конфликтов. Тугая Николаевна, спасибо вам большое. Вообще, действительно, вот этот грант, который они отработали в республике, он себя оправдал. И вот буквально 1 числа мы провели круглый стол по медиации непосредственно, с участием также и федеральных экспертов. Ну, я думаю, что работа у нас продолжится. Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Но у нас осталась еще одна выступающая. Это очень важное, я думаю, выступление в связи с тем, что здесь даже вот так посмотреть на вскидку по гендерному составу, у нас в основном сидят женщины. Да? И все знаете, Майя Галактионовна, она является ответственным секретарем такой известной организации у нас в Республике Саха-Якутия. Она называется Лига отцов Республики Саха-Якутия. Так как руководитель Айхал Габушев находится пока в данное время в командировке, попросил нашу Майю Галактионовну представить именно опыт работы данной организации, отцовской. Роль отца, она, конечно, на самом деле очень значима. Пожалуйста, Майя Галактионовна, только по времени. Мы до конца должны быть в зале. Добрый день.
уважаемые гости и участники гражданского форума. Меня уже представили. Я второй год работаю ответственным секретарем одной из самой многочисленной организаций, общественной организации Лига отцов Республики Саха-Якутия. Как Мария Михайловна говорила, подготовила большой доклад, но буду кратко. Вот, прошу внимания, мы подготовили презентацию о нашей организации. Но президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин всегда говорит, что в своих выступлениях, что семья, в которой много детей, это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Пропаганда семейных ценностей и укрепление института семьи являются важнейшей государственной задачей. И нет более важного в жизни человека, чем семья. Благодаря крепкой семье развивается государство, а отец является основой этого государства. Так, следующий слайд. Следующий. Председателем нашей общественной организации была создана в 2007 году. Сейчас насчитывает более 1000 советов отцов. Советы отцов в Якутии создаются в дошкольных учреждениях, в школах, на слегах, в Тюльбе, в организациях создаются. И приоритетными направлениями нашей деятельности являются укрепление института семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей, ответственного отцовства, трезвого здорового образа жизни, конечно, пропаганда патриотизма, поддержка семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Насчитывает более 45 тысяч членов организации в 500 муниципальных образованиях. Дальше. Мы провели 2 съезда. Съезд отцов Республики Саха-Якутия в год образования в 2007 году и в 2017 году прошел 2-й съезд. Совместно мероприятия какие проводятся, да? Совместно наша организация поддерживает все инициативы и начинания, которые есть, да, в области семейной, демографической политики. И много усилий в начале создания нашей организации было направлено, конечно, на создание советов отцов на местах. Я уже сказала, да, самыми активными среди советов отцов являются советы отцов Горного района, Намского района, Мегино-Кангаласского, города Якутска, Татинского улуса, Нерюнгринского района, Оленёкского района улуса, Елена-Бетантайского, Усть-Алданского, Усть-Майского районов. Так, в прошлом году, год матери, мы с прошлого года начали практику с призывом, вышли к своим советам и начали объявлять в муниципальных образованиях год и муниципальных районах годом отца. В прошлом году было объявлено в Оленёкском улусе, в Амгинском улусе, Абыйском улусе и по 1-2 наслега в других муниципальных образованиях. В этом году тоже объявлено в Среднеколымском улусе год отца, в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Так. И еще в 4 муниципальных образованиях. Так, еще что? Ну вот, основные мероприятия, которые с 1999 года совместно с министерствами по инициативе именно Лиги отцов проводится Акуря. Этот конкурс республиканский, он внесен в государственную программу «Социальная поддержка граждан», и уже который будет проведен в 11-й раз. Он получил очень большую популярность, и сейчас отцы за год уже начинают соревноваться, готовиться к этим соревнованиям. Дальше.
У нас есть по всей республике действует проект «Спортивный уголок в каждом доме». Ну, мы с гордостью отмечаем, что День отца в республике нашей был учрежден одним из первых в России, был учрежден День отца в республике, День охотника, День сына. И в 2021 году был учрежден День отца в Российской Федерации. Когда приезжала уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Кузнецова Анна Юрьевна, отцы внесли предложение об учреждении Дня отца, и в этом же году, в октябре, спустя месяц, был учрежден, установлен День отца в Российской Федерации. Да. Что еще? У нас есть уже традицией стал конкурс «Отец года», который с 2020 года проводится. Ну, там есть номинации такие, как лучший отец-семьянин, лучший отец, общественный деятель, самый активный отец, самый талантливый отец. И первое место занимает тот отец, который наберет наибольшее количество баллов, скажем так, по всем. Проводится в 2 этапа: районный, областной и республиканский конкурс. Ага. Сейчас. Видите, мы опоздаем, мы придем позже главы. Да. Ну, наша организация плодотворно работает с органами исполнительной власти, с уполномоченным по правам человека, с Арданой Михайловной, с Общественной палатой республики, с администрацией главы и правительства, с другими социально ориентированными некоммерческими организациями. Дальше. Полка добра, буквально минута. Полка добра, прошу обратить внимание, более 20 миллионов. Это Петр Петрович Черкашин проводит постоянно помощь не только мобилизованным, но и семьям, нуждающимся в них. Ну, про него вы, наверное, слышали, знаете. Дальше. Что еще? Про ТКГ медаль не буду говорить, знаете. Дальше. Соглашение. Дальше. Ага, ну вот мероприятие. Так, и предлагаю, вот в поддержку этого, предлагаю все-таки как-то безвозмездно предоставлять эти помещения для общественных организаций. Мы, например, в общем, на Курашова Лига отцов, Совет отцов города Якутска арендовал по договору, Айхал Иванович подписал договор аренды, и вошли в долги во время ковида. И вот сейчас не можем никак. При всем при этом именно эта организация, коллеги, еще поддерживает такие проекты, как «Папа предприниматель», «Малый бизнес для большой семьи». То есть они выделяют небольшие средства, но выделяют для того, чтобы поддержать вот этих вот парней, которые делают первые шаги в бизнесе, и семьи многодетные. Ну и поэтому, конечно, я очень поддерживаю предложение, чтобы бесплатная аренда была. И вот, ну, конечно, помощь СВО. Я лично сама выезжала в Улан-Удэ, воинскую часть, и до сих пор оказываю юридическую помощь. Спасибо большое. Уважаемые участники нашей панельной сессии, дискуссионной площадки, мы в 2 часа должны быть в зале, так как пленарная часть у нас проходит с участием руководства нашей республики. Все уже собираются, у нас Альбина Прокопьевна Черепанова заключительное слово, я думаю, сейчас скажет, и мы сразу бежим в зал. Буквально 1,5 минуты, чтобы вот мы знаем такие слова. Что такое брак? Это союз мужчины и женщины. Что такое семья? Это ячейка общества. Такие простые слова, да? И мы только сейчас начинаем понимать, насколько они оказываются важны, когда мы сравниваем свою ситуацию с другими странами. И, боже мой, как у нас все вот основа хорошая, да? Много сегодня говорили о женщинах, матерях, о мужчинах, об отцах, да, о семьях. Мы еще вот одно предложение хотела добавить, да. Мы мало говорим о старшем поколении, о тех стариках, которые нуждаются
поддержки. Благо у нас семьи национальные, да, и поэтому у нас есть традиции национальные. И стариков, они живут дома. Это не как за рубежом, что отдали в дом престарелых и заплатили и забыли. Но нам нужна помощь какая, допустим, чтобы создали дедовские дома. Об этом много говорят. Уже пытаются делать дедовские дома. Детсадики для стариков. Это самая хорошая очень возможность днем поддержать днем человека, но чтобы он жил дома. Тогда и внуки понимают, что такое семья, и дети знают, что старшее поколение. Это когда вот Надя звонишь, да? Да. У нас в районах есть опыт, но их там наказали, Роспотребнадзор и все прочее. Нужна муниципальная поддержка. Вот в районах это было бы очень здорово, дедовская поддержка. А то, что вот мы собираемся очень часто, круглые столы у нас происходят в общественной палате, вопросы назревают часто. Давайте почаще встречаться. Это будет тогда, мы будем свои рекомендации консолидировать и уже единым словом идти в наши... Спасибо большое. Бежим в зал. Всех приглашаем в зал.